Денис Казанский с нами сейчас на прямой связи, журналист и представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня написали, что русские ультимативно ведут себя в вопросе обмена пленными. Вот расскажите, какой именно ультиматум сегодня выдвигает российская сторона? Ну, это не сегодня, это уже последние несколько встреч. Они говорят, что вообще отказываются продвигаться в каких-либо вопросах. Если украинский парламент не отменит свое постановление о местных выборах очередных, которое было принято 15 июля, где Россия названа агрессором, которая, по их мнению, нарушает Минские соглашения. То есть они уцепились вот за это постановление, и уже там несколько последних заседаний фактически нет диалога, и мы просто, вот они говорят, что мы отказываемся что-либо дальше обсуждать, обмениваться пленными там и так далее. То есть для них вопрос, получается, своих пленных вообще не важен. Они не вспоминают о своих людях вообще абсолютно, и они пытаются, грубо говоря, да, в обмен на обмен пленных, на освобождение наших людей, добиться от нас каких-то политических уступок. То есть это, по сути, тактика очень схожа с тем, что делали там Хамас, да, ну то есть такие террористические группировки. То есть это не обмен пленными в классическом смысле, а это именно обмен заложников на выполнение политических требований. То есть это террористическая тактика. Скажите, а правда ли, что камнем преткновения является сегодня постановление Верховной Рады Украины о невозможности проведения местных выборов на Донбассе? Ну, там конкретно 4-й пункт, где Россия называется агрессором, и указано, что выборы будут проведены только после восстановления контроля над границей. То есть они говорят, что это нарушает Минские соглашения. Поэтому, да, вот они за это уцепились. Ну, это очевидно, что только повод, потому что на самом деле и в 2015 году было такое же постановление, когда проводились местные выборы. Его можно найти в открытых источниках, посмотреть, сравнить. То это же самое, но тогда никто не блокировал переговоры, обмен, то есть как бы они тогда не цеплялись к этому. Поэтому, ну, я понимаю, что это просто предлог. И они почему-то по какой-то причине сейчас решили вообще полностью заблокировать переговоры и никуда не двигаться. Ну, как одна из версий, возможно, это потому, что они ждут выборов в США и хотят посмотреть, кто победит, и в зависимости от этого будут выстраивать дальнейшую стратегию, потому что они там увязаны, они действительно, наверное, не понимают, что им делать там в углу, потому что там ситуация тупиковая, и Украина, ну, однозначно требования, которые они выдвигают, невыполнимы, поэтому мы вот уже какое-то время не можем никуда продвинуться, и идет топтание на месте.